Необходимо ли следовать за пророком во внешнем виде, таким как чалма, перстень и так далее? Да, надо. Это признак следования за пророком, саллаллаху алейхи вассалам. Тот, кто сможет, должен стараться, а кто не может, пускай делает это хотя бы в пятницу. Кому обстановка на работе не позволяет, пусть делает это хотя бы в пятницу. Пускай одевает белую одежду, ибо пророк, саллаллаху алейхи вассалам, любил одевать в пятницу белую одежду, и пусть укрывает свою голову тюбетейкой или чалмой. Это сунна любимца Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. Следует держаться за нее хотя бы в пятницу, тому, кто не может в другое время. Но он не должен расценивать это как признак праведности или грешности. Нет, этот грешник, потому что он одел брюки и так далее. Субханаллах, это неправильные слова. Мы не должны принимать решения, основываясь на подобных признаках. Да, я должен беспокоиться, что он попадет под грех, если оденет брюки с убеждением, что они более достойны, чем одежда посланника Аллаха. Потому что он унизил ту одежду, которую Аллах выбрал, чтобы она была одеждой своего любимого посланника, саллаллаху алейхи вассалам. Когда ты доходишь до уровня ненависти к тому, кто носит такую одежду, длинную рубашку или бороду, то в этом есть опасность, и от этого нужно очиститься. А если всего этого нет повода и для беспокойства. Это вопрос, в котором есть облегчение.